Приемная комиссия Ингушского государственного университета начала свою работу 20 июня. 9 технических секретарей принимают документы у абитуриентов на поступление в Ингушский государственный университет. Тут же отдельно расположена комиссия, где принимаются документы на поступление в колледж, медицинский и гуманитарно-технологический. Также принимаются документы на ускоренную форму обучения. Пока одни сотрудники приемной комиссии принимают документы, другие следят за работой. Мы завершаем работу 31 августа. Но в процессе работы за эти 2,5 месяца на разные формы, на разные условия свои установлены сроки. На сайте все эти сроки указаны. Вот, к примеру, мы на очное отделение, на бюджетную форму обучения принимаем после колледжа до 11 июля 18:00. Почему они должны потом сдавать вступительные испытания? И 25 июля завершаются эти испытания. И 25 июля у нас завершается прием документов у тех, кто поступает на базе ЕГЭ. Для заочников бюджетной формы обучения мы принимаем документы до 8 августа. А после колледжа, которые будут на заочно поступать, их принимаем до 26 августа. Например, на контрактную форму обучения мы принимаем до 14 августа. На 10 августа принимаем на колледж, кто поступает на среднепрофессиональное образование. Всего в Ингушском государственном университете 44 направления подготовки. Самые популярные факультеты – это экономический, юридический, медицинский, инженерный и физико-математический. В этом году что мы можем отметить? Есть одна особенность. Все абитуриенты, которые идут после колледжа, сдают профильные предметы. И вот хочу обратить внимание абитуриентов, которые после колледжа поступают, они имеют право на базе любого направления, любой специальности колледжа поступать на любое направление. Но поступая на ту или иную специальность, они будут сдавать профильные предметы. Для общеобразовательные предметы сохраняются для некоторых групп, скажем так, абитуриентов. Первое – это инвалиды, в том числе инвалиды детства. Они имеют право здесь у нас сдавать, независимо от того, что они сдавали ЕГЭ в школе, какой балл они получили. Они имеют право сдавать, по закону у нас еще здесь внутри специальные испытания. Также иностранцы, граждане России с иностранными документами об образовании, а также дети военнослужащих, которые принимают или принимали участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины. Как правило, абитуриенты подают документы на самые популярные специальности, где очень большой конкурс, и поэтому лучше сделать небольшую страховку и подать документы сразу на несколько направлений. Сейчас абитуриенты имеют право у нас подавать на 3 направления или на 3 специальности. В направлении могут быть 5-6 профилей, еще это надо учитывать. Так что они сразу участвуют, могут, если выберут 2 направления, филологию и экономику, а там по несколько профилей. Это тоже учитывать. Конечно, они должны следовать этим правилам и участвовать в конкурсе по разным направлениям. А самые популярные в вашем вузе? Самые популярные направления у нас, традиционно сохраняется большой конкурс на юриспруденцию. Тем более у нас в этом году есть бюджетные места, 10 мест. На лечебное дело. Там достаточное количество мест, 90 мест на бюджет. Из них 35 на целевое обучение выделено. Вы знаете, в последнее время инженерные специальности становятся более актуальными. В основном компьютерное направление, ИСИТ. На простом языке это компьютерные специальности. Подать документы на поступление можно как после школы, так и после среднего профессионального образования, как это сделала Лиана Аздоева. В 2018 году она окончила колледж компьютерных технологий и комплексов при Кабардино-Балкарском университете, а сегодня решила подать документы на педагогический факультет ИНГУ. Одна база у меня уже есть в информатике. Сейчас хочу себя попробовать в педагогике, одним словом, с детьми и с старшеклассниками, то есть хочу в этом развиваться. Для вчерашнего выпускника Ингушского государственного университета Хамзата Хашиева работа в приемной – это первый подобный опыт. Сам он помнит, как сдавал документы, и поэтому старается быть очень внимательным, вежливым и терпеливым к абитуриентам и их родителям. Хамзат отмечает, что работа нелегкая, и рассказал о самых частых ошибках, которые допускают те, кто сдают документы. Основная проблема в том, что у абитуриентов нет полного пакета документов. А какие документы вообще необходимы при поступлении?
Обязательными для всех являются паспорт, СНИЛС и 4 фотографии 3×4, их ксероксы. Также документ об образовании, аттестат либо диплом. Также на некоторые направления требуется справка 086. На такие направления, как педагогическое образование, лечебное дело и на психологию. Хотелось бы попросить абитуриентов заранее смотреть все необходимые документы на сайте, чтобы они перепроверяли все, что им нужно. В среднее профессиональное образование, колледж при НГУ, документы могут подать те, кто окончил 9 класс. Как нам рассказали, в этом году появилось новое направление права организации социального обеспечения. Также увеличилось количество мест на бюджет в такие специализации, как финансы и экономика и бухучет. При подаче документов к нам в колледж абитуриенты должны предоставить нам ксерокопию паспорта, ксерокопию СНИЛСа, справочку, но не на все факультеты, то есть не на все направления, только на сестринское дело, педагогика начальных классов и правоохранительную деятельность. Самый популярный, конечно, у нас факультет сестринское дело, информационные системы и преподавание в начальных классах. Наша задача больше, чтобы проверять документацию, правильно ли вбили. Бывает такое, что бывает такая техническая ошибка, что правильно вбили именно имя или фамилию, номер телефона, а так проблем вот таких практически никаких у нас не создается. Очень важно, чтобы те, кто приходит сдавать документы, осознавали, что поступление в университет – это не только следующая ступень после школы, это их будущее. Магомед Саид Муталиев подает документы на юридический факультет, так как он определился с будущим и чему хочет посвятить свою жизнь. Я хочу стать прокурором, чтобы справедливость восторжествовала, потому что в нашей стране коррупция прям. И я хочу, чтобы исправить вот эту ошибку. Вот даже не знаю, как будто призвание мое это. Приемная кампания в самом разгаре. Если в прошлые годы документы принимались в здании одного из корпусов в районе крепости, то сейчас их прием осуществляется в новом корпусе медфака в Магасе.